я прошу тишины. Пожалуйста, послушаем давайте. Поступки и подвиги их следуют и служат для воспитания мужественных, сильных, ловких и благородных людей. Я убедился в этом. Мною разработан фестиваль, положение которого и правила заставляют юношей и девушек быть гармонично развитыми как в спорте, так и в искусстве. Вот в этом году 5-й раз будет проходить фестиваль «Гармония жизни» в городе Иваново Российской Федерации. И, пользуясь сегодняшним присутствием на этом замечательном форуме, я приглашаю всех представителей своих народностей принять участие в этом фестивале, где ваш молодой человек, ребенок, юноша, девушка покажут себя в области искусства и в области физической культуры здоровыми, сильными и крепкими. Спасибо вам за внимание. И позвольте мне, дорогие друзья, пользуясь сегодняшним выступлением, от имени Президиума Совета Ассамблеи народов России, лично от Рамазана Гаджимуратовича Абдулатипова, председателя Совета, и председателя Совета Центрального Совета сторонников партии «Единая Россия» Клинцевича Франца Адамовича, пожелать вам добрых начинаний, которые вы сегодня создаете здесь, в эпицентре, так мы назовем, центра Азии, проводя вот этот замечательный гражданский форум. Я хотел сказать теплые слова в сторону одного из руководителей вашего государства. К сожалению, как так получилось, я готовился к этому, и трижды мы встречались с этим господином. Министр культуры Республики Казахстан Кулмагомед Мухтар Абралу награждается дипломом Ассамблеи народов России за большой вклад в укрепление дружбы с Россией. Позвольте мне... Наша Ассамблея народов России напоминает о наших делах совместных, которые мы планировали, планируем и будем планировать и проводить. Спасибо. И прошу прощения, я еще хочу отметить одного человека. Вы понимаете, есть люди, которые безвозмездно отдают свою жизнь служению народу, продолжая ту традицию, которую заложили наши деды, прадеды, бабушки, прабабушки, сохраняя в этом самобытность и культуру своего народа. Владимир Григорьевич Коченев, он председатель русской общины Казахстана. И мне хотелось бы сказать ему огромное спасибо за ту работу, которую они ведут, сохраняя нашу культуру и самобытность великого русского народа, проживая далеко-далеко от России. Спасибо большое, Николай Аркадьевич, за ваше и выступление, и за ваше